Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и сегодня мы делаем расклад, как вы уже могли заметить, на игральных картах на даму на недельку с 13 по 19 апреля. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой. Пока вы выбираете, подождите, не торопитесь переходить к своему варианту. Обратите, пожалуйста, внимание, что есть уже расклад, во-первых, на любовный треугольник на апрель, конечно же, и уже выложила расклад на тему моих шансов в любовном треугольнике. Тоже посмотрите, кому интересно, и прогнозы по знакам зодиака на апрель тоже есть. Смотрите, перед вами 3 дамы. Как обычно, бубновая, трефовая, червовая. Выбирайте интуитивно, как я всегда говорю, не по масти, там не привязываясь, например, к внешности, да, блондинка, брюнетка, рыжая и так далее, там светлоглаза, темноглаза нет, а именно сосредоточьтесь, отключите внутренний диалог и выбирайте свою даму. Спросите, как сложится ваша неделька, либо смотрите еще как, если вы, например, хотите посмотреть, как сложится неделька там у соперницы или у мамы, у подруги и так далее и тому подобное, можете тоже ее интуитивно загадать вот одной из 3 дам. Себя там дамой, например, червовой, ее, например, дамой бубновой и так далее и тому подобное. В общем, поле для фантазии тут велико. Все-таки это гадание онлайн, интуиция здесь нам подскажет. Выбирайте, я перехожу к единичкам. Итак, милые единички, смотрите, партнером назначила вам короля трефового, но заходите вы в период с какими-то рабочими моментами, которые вам важны, о которых вы волнуетесь и переживаете. Это было все вот в ранней дороге. Хлопотали вы за работу, и прям сильно, я бы сказала, что даже настойчиво, что ли, потому что очень есть большое стремление добиться некого успеха. И прям вы вот именно к успеху, к реализации своих планов очень настроены, и это вас волнует и вас беспокоит. Также, смотрите, в ранней дороге мог быть у вас, опять же, разговор по работе, достаточно эмоциональный, и вызвал он у вас интерес тоже такой, я бы сказала, большой. Также, смотрите, мог быть разговор с вашим любимым. Почему? Все-таки мы не видим, да, здесь не выпала его карта бланка, именно, да, король трефовый, но по картам, по выпавшим видно, проигрывался у меня так неоднократно, что просто мог быть разговор с ним, но не как вот именно тет-а-тет с ним, а вы могли просто-напросто у себя в голове рассуждать и разговаривать со своим любимым, именно сами с собой, вот не с личностью, не с мужчиной, как обычно это бывает в нормальном диалоге, да, а именно вести диалог у себя внутренне, что-то фантазировать, что-то планировать, мечтать и так далее. Итак, единички. Смотрите, на сердце у вас выпал ваш партнер король трефовый, под сердцем интерес вашего партнера короля трефового. В голове вы через хлопоты своего партнера получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и интерес связан в неком казенном доме. Смотрите, может быть, например, ваш партнер куда-то вас пригласил, или, может быть, это были какие-то соцсети или мессенджеры, почта электронная. Вот он мог вам что-то написать или что-то сообщить, и, в общем, вы прям сильно заинтересовались, получили для себя какой-то большой, крупный, нечаянный большой интерес. В ногах у вас был большой, крупный разговор с вашим партнером, и разговор был такой достаточно эмоциональный, за любовь, либо за какие-то большие переживания внутренний, эмоциональный. Что было? Был некий казенный король, получили вы от этого казенного короля какой-то интерес, и вы были к нему со своим интересом и со своими любезностями. Также могли от этого самого казенного короля получить какие-то денежки, большую, мелкую, крупную, какие-то суммы денег, либо какие-то финансовые документы. Также в ранней дороге получили какие-то новости, либо какие-то
бумаги вам важные, и переживали вы за чаяния и надежды вашего партнера короля Трифова. Что будет? Будет у вас свидание, встреча с какими-то переживаниями, если вот говорить прямо, да, прям что-то вы будете на сердце у тебя содержать, но вот такая, когда неспокойно на сердце, но все это пустое, попереживаете и забудете. Также у вас будет какой-то разговор, скорее всего, сами с собой опять будете что-то разговаривать за любовь, за эмоции, за отношения, за личную жизнь, вот тут что-то такое. И опять же в ранней дороге у вас будет какой-то интерес именно эмоциональный, а может быть даже духовный интерес, связанный вот с вашим внутренним миром, связан с вашими переживаниями, с вашими желаниями и мечтаниями. И основная линия недельки будет у вас ваш партнер король Трифовый к вам с разговором, со своими любезностями, вы к нему со своими хлопотами. И смотрите, можете вы быть такой нервной и раздраженной, он вас просто-напросто может успокаивать. Либо вы получите от него какие-то новости, какие-то известия некрасивого, неприятного характера. Но он к вам со своими любезностями, в любом случае, вы к нему со своими хлопотами. То есть тут обоюдное желание там помочь и показать друг другу свою любовь, свою привязанность. Итак, для вас свидание, опять же, со своими какими-то эмоциями, переживаниями, и ваш партнер король Трифовый к вам со своими чаяниями, со своими надеждами и со своими любезностями. Для дома у вас, опять же, какие-то эмоции, переживания и какие-то новости, связанные, скорее всего, с деньгами, с финансами. Либо это документы какие-то финансовые вы получите, и также ваш интерес. На сердце вы содержите себя, свои хлопоты и, конечно, вашего партнера короля Трифового и хлопоты, связанные с эмоциями также, да, с личной жизнью, с переживаниями. И смотрите, если есть детки, то тут вполне могут быть, что на сердце содержите хлопоты за ребенка. Что было? Ваш партнер король Трифовый к вам со своими хлопотами, и какие-то у вас были еще бытовые, пустые хлопоты, и также получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Что будет? Опять же, будете что-то разговаривать сами с собой, вести какой-то монолог внутри себя за свою любовь, за свои желания, за свои мечты, а может быть даже за финансы. Можете себя ругать, себя казнить и так далее и тому подобное. На пороге что будет? Вот-вот в неком казенном доме будет ваш партнер король Трифовый, и будет у вас с ним разговор такой достаточно эмоциональный и, скорее всего, даже приятный. Если, смотрите, вы совместно не проживаете, то тут можете просто в переписке, либо в мессенджерах, в соцсетях признаваться друг другу в любви, там, что вы соскучились, не соскучились, как вы там друг к другу привязаны и так далее и тому подобное. Если совместно проживаете, то тут просто ваш партнер король Трифовый в неком казенном доме, совместно с ним у вас будет разговор. И успокаивайтесь вы собой, своей ранней дорогой. Вот такой у нас вариант для всех тех, кто выбрал цифру 1, дорогие мои. Я желаю вам здоровья, терпения, гармонии, благополучия, процветания и, конечно, любви. Берегите, любите, балуйте, цените и заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь, перехожу к двоечкам. Двоечки. Ваш вариант дамы Трифовые, и партнером назначила вам короля Бубнового. Заходите вы в период с некой дамой Червовой. Кто это? Подруга, мама, сестра, коллега по работе и так далее и тому подобное. В общем, был у вас с ней какой-то большой крупный разговор. Я бы даже сказала скандал. Также в ранней дороге был у вас ваш партнер король Бубновый со своими любезностями к вам. И также дама Червовая была со своим интересом к вам. Через ее интерес вы получили какие-то новости, либо бумаги, но это пусто для вас. То есть, получила, рассказала, и ладно, есть и есть. Итак, на сердце, дорогие мои дамы, вы содержите некий казенный дом, под сердцем жизнь или свидание с червовой дамой. В голове вы содержите чаяния и надежды
червовой дамы, как и саму, в принципе, червовую даму собственной персоной, и любовь, любезности вашего партнера, короля Бубнового. В ногах у вас был какой-то разговор с вашим партнером, королем Бубновым. Через этот разговор вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес и переживали за этот самый интерес. Также могло быть просто плохое самочувствие или, знаете, когда вот такое желание, чтобы все оставили вас в покое и ничего не хочется делать, хочется просто сидеть, лениться, в общем, наслаждаться жизнью. Вот такое могло быть состояние. Что было? Ваш партнер, король Бубновый, был к вам со своими хлопотами, и дама червовая была к вам со своим интересом, и через ее интерес вы получили какие-то новости, либо какие-то бумаги важные для вас. Также ваш партнер, король Бубновый, был к вам со своим интересом. Интерес этот был связан, во-первых, с будущим, с вашей совместной жизнью, да, либо с дальней дорогой. И с некими финансами мог быть также связан его интерес. Также вы злились сильно и раздражались на своего партнера, короля Бубнового. Также смотрите, если вы практик эзотерик, занимаетесь йогой, какими-то рейки, энергетическими практиками и так далее и тому подобное, могли еще заниматься и какими-то эзотерическими делами, моментами, да, связанными с вашим партнером, королем Бубновым, а именно на встречу с ним. Вот такое тоже могло быть, либо на жизнь с ним. Это могла быть гармонизация отношений, там, чистка отношений, ну, чтобы все плохое из отношений убрать, чтобы их как-то гармонизировать. Вот такие вещи тоже здесь могли быть. Также смотрите, что будет. Ваш партнер, король Бубновый, к вам со своими чаяниями и надеждами. Относится он к вам очень даже благородно, очень даже благосклонно, и вы к нему со своими хлопотами, к вашему партнеру. Также тут в ранней дороге у вас была встреча с некой дамой червовой. И смотрите, дама червовая к вам со своими хлопотами. И вы что-то хлопотали, но хлопоты были такие пустые, бытовые, могли быть какие-то просто домашние хлопоты, либо просто-напросто вы ставите хлопоты и отношения к вам дамы червовой как что-то само собой разумеющееся, ну вот как-то так пусто, да, или привыкли уже к ее хлопотам по отношению к вам. И основная линия недельки. В ранней дороге у вас, опять же, дама червовая к вам была со своими любезностями. И также в ранней дороге у вас было свидание с вашим партнером, королем Бубновым. В общем-то, смотрите, на этой недельке вас волнуют две персоны. Некая дама червовая и ваш партнер, король трефовый. Также, смотрите, дорогие мои, у нас тут, конечно же, в голове выпал еще и некий червовый король. Он может проиграться, но проиграется он не у всех. Это может быть кто угодно. Если это третье лицо в отношениях, то это вполне может быть он. Если нет, то это может быть друг, брат, сват. Вот то же самое, что я уже из расклада в расклад рассказываю. Смотрите, давайте расскажем, если, например, у кого-то есть это третье лицо или еще что-то в жизни. Смотрите, в голове вы содержите его самого, его чаяния и надежды, и под сердцем у вас свидание, встреча с этим самым королем. Что было? Ваш партнер, этот некий червовый король был к вам со своим интересом, какие-то новости, либо какое-то предложение вы от него получили. И также тут в ранней дороге могла быть у вас с ним встреча. Не могла быть, а будет, это будущее. В ранней дороге будет встреча с королем червовым. И также король червовый к вам со своими хлопотами. Но его хлопоты, опять же, вы ставите пусто. И опять же в ранней дороге основная линия недельки, если при наличии этого самого короля червового, да, он к вам со своими любезностями тоже в ранней дороге. Вот такой тоже нюансик отдельно рассказала. Итак, для вас какие-то пустые хлопоты, разговор с вашим партнером королем Бубновым и червовая мазь, либо дама, либо король к вам со своим интересом. Для дома вы собственные хлопоты в ранней дороге, хлопотать можете за дальнюю дорогу, за свое будущее. На сердце вы содержите некого червового короля при его наличии, конечно же, либо чаяния и надежды червовой дамы, от которой вы получили какие-то новости, какие-то бумаги, и также на сердце содержите вы чаяния и надежды вашего партнера, короля
Бубнового. Что было в ранней дороге? Был ваш партнер король Бубновый. Ставите его достаточно вы благородно, благосклонно по отношению к нему, по отношению к себе, да. И червовая масть, либо дама, либо король, тоже к вам со своими любезностями. Что будет? Червовая масть к вам со своими хлопотами, это либо дама, либо король. И также ваш партнер король Бубновый будет хлопотать за свидание с вами, либо за жизнь с вами. На пороге что будет вот-вот. Король Бубновый, ваш партнер, к вам со своими любезностями, будет у вас с ним встреча, свидание, и также будет встреча-свидание с некой червовой дамой. Если есть в вашей жизни некий червовый король, то тут может быть свидание, встреча именно с чаяниями и надеждами этого самого червового короля. А вот успокаивайтесь, вы, дамы, мои дорогие, большой, прям огромной злостью. Две самые большие карты злости у вас, смотрите, выпали. Уточнила я также, на кого будете злиться: на себя, на свой дом. Вот так у нас получается. Если, смотрите, вы практик эзотерик, как я и говорила, да, то все равно это злость, какая-то некая прям сильная злость, и будете проводить какие-то эзотерические практики в собственном доме. Вот такой нюансик тоже. Двоечки дорогие, я вам желаю здоровья, любви, благополучия, процветания, гармонии, удачи, счастья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь и радуйте себя и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной, и перехожу к троечкам. Троечки, для вас. Партнером назначила вам короля Трифову. Заходите вы в недельку с какой-то злостью на работу, на хлопоты, связанные с работой, с бизнесом, с проектами. Также вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, связанный с деньгами, с финансами, либо с финансовыми документами. Получили, даже я бы сказала, на руки эти самые финансовые документы, и там что-то для вас было очень интересное. Также вы переживали именно за свою работу, за свои какие-то проекты, вы к ним со своими чаяниями и надеждами. Видимо, получается, идет все не так, как вы хотели, или не так, как вы планировали. Поэтому вы переживаете, поэтому раздражаетесь и злитесь. Троечки, на сердце вы содержите какую-то злость, какое-то раздражение, либо какие-то неприятные, некрасивые новости, сплетни и так далее. Под сердцем у вас, опять же, какие-то новости, связанные, либо бумаги, связанные, скорее всего, с финансами, плюс они для вас прям были важны и нужны. В голове вы злитесь и раздражаетесь на себя и в ранней дороге, и также получили какой-то большой, крупный интерес финансовый за деньги. Либо, смотрите, вы ожидаете, что вот-вот к вам придут какие-то крупные суммы денег. Также, если вы практик эзотерик, то могли в ранней дороге именно заниматься какими-то энергетическими, эзотерическими практиками, связанными с заработком, с получением денег. Видимо, работали на свой денежный канал, на деньги, на заработок. В ногах у вас ваш собственный дом и любезности и разговор с вашим партнером королем Трифовым. Что было? Некий казенный король и ваш партнер король Трифовый был к вам со своими чаяниями и надеждами, и вы хлопотали за деньги, за финансы, за какие-то финансовые бумаги. Также вы переживали за собственный интерес. Но смотрите, что тут еще может быть, что вы были с большим своим интересом к каким-то вещам, связанным со здоровьем. Вот такое тоже могло быть. Если вы, например, плохо себя чувствовали или чувствовали некое недомогание, то могли просто очень внимательно, очень скрупулезно к этому отнестись и вот прям очень ответственно проследить за своим состоянием. Ну, как же по-другому в такой сложившейся обстановке мировой. Также, что было? Ваш партнер король Трифова был к вам со своим интересом. Интерес и был некий у вас казенный дом. Что будет? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, связанный с деньгами, с финансами. Будет у вас встреча даже, именно вы получите
этот самый интерес с деньгами. Вот если я права, и вот здесь вы проводили какие-то практики, связанные с финансами, то вот здесь, скорее всего, в будущем, в раннем достаточно будущем, на этой недельке, вы уже получите какие-то ранние результаты своих эзотерических практик. Также в ранней дороге ваш партнер король трефовый был к вам со своими хлопотами. И также, смотрите, тут была некая бубновая дама, связана либо с дальней дорогой, либо с вашим каким-то совместным будущим. Также, смотрите, не сказала я вам сразу, да, тут в ранней дороге, вы тут в голове можете содержать интерес бубновой дамы, помимо того, что уже было мною сказано. Также в прошлом бубновая дама за вас хлопотала. И также в будущем, смотрите, эта дама бубновая к вам со своими любезностями, будет у вас с ней встреча, свидание. И опять же, да, ее какой-то интерес, связанный с дальней дорогой, либо с совместным будущим. И основная линия недельки. Вот, смотрите, будет у вас какой-то большой, крупный разговор с вашим партнером, королем трефовым. При встрече разговор будет очень важный. Может быть, это даже будет ссора, скандал. И такое может проиграться. Если же это не ссора, скандал, то это просто очень важный, очень нужный для вас разговор с вашим партнером. И, скорее всего, он будет касаться вашей совместной жизни, потому что вот совместно ваше свидание, оно и выпадает. Итак, на сердце вы содержите некий казенный дом и какие-то, во-первых, крупные суммы денег, также интерес бубновой дамы и любезности вашего партнера, короля трефового. Все это для вас. А для дома некий казенный король, ваш партнер также король трефового, и переживаете вы за своего партнера, короля трефового. Также смотрите, если я права была, то вполне возможно, что вы плохо будете себя чувствовать. Какое-то недомогание может быть тоже вот в доме. На сердце вы содержите разговор и интересы вашего партнера короля трефового, связанные с будущим совместным, либо с дальней дорогой. Что было? Был ваш дом, вы в своем доме находились постоянно, и дама бубновая. Свидание с дамой бубновой. Но так как у нас 21 век на дворе, да, век прогресса, интернета, то вполне могло быть свидание там по скайпу, по видеозвонку и так далее и тому подобное. Если вы практик эзотерик, как я уже и говорила, потому что тут прям расклад такой кричащий на эту тему, то вы вполне могли, например, тоже там гадать, например, на эту даму бубновую в прошлом. Что будет? Будет у вас свидание с дамой бубновой, и будете вы на нее очень сильно злиться и раздражаться. Будет у вас с ней какой-то большой, крупный разговор. Но также смотрите, если вы, как я и сказала, практик эзотерик, будете вы для дамы бубновой, скорее всего, либо за даму бубновую, вот проводить какие-то практики именно магического характера. Тут вот и могли быть какие-то заговоры, тут какие-то шепотки, но вот по вот этим картам вполне себе они проходят. На пороге что будет? Вот-вот дама бубновая к вам со своими любезностями. Вполне, кстати говоря, может вас благодарить, либо заплатить вам какую-то сумму денег за ваши хлопоты вот эзотерического характера. И также в ранней дороге ваш партнер король трефовый к вам со своими хлопотами. Успокаивайтесь, вы все-таки хлопотами дамы бубновой. То есть смотрите, два человека на этой недельке вам важны и нужны. Это дама бубновая, за которой вы будете хлопотать, либо злиться, и ваш партнер король трефовый. Троечки, для вас вот такая выпала неделька. Я вам желаю, конечно же, здоровья, благополучия, процветания, любви, счастья. И пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, наполненной, гармоничной и красивой. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и увидимся. До встречи.